Здравствуйте, уважаемые участники проекта по переводу видеоконтента на башкирский язык. Это будет очень обширное видео, в котором я дам очень много полезной информации, в том числе по поводу гранта, на получение которого мы будем участвовать в наш проект по переводу видеоконтента. Я хочу придерживаться определенного плана, и этот план содержится в файле, с которым мы будем работать. Все, что нужно для работы, содержится в одном файле в Excel. Все имеют доступ к этому файлу. Сейчас я покажу вам этот файл. Смотрите, есть у нас YouTube канал Bashkortization. Мы вот так вот пишем Bashkortization. И мы попадаем на наш YouTube канал. Здесь у нас есть много разных плейлистов. Есть плейлист с фильмами, с мультфильмами, с караоке, ну и куча разных других плейлистов. Есть плейлист, который называется «Переводим на башкирский». Заходим сюда, и одно из видео, которое называется «База данных». Заходим сюда. Здравствуйте. Здесь я рассказываю про базу данных, и это видео тоже полезно посмотреть. Здесь у нас в описании к этому видео есть ссылочка на файл. Мы его открываем. Мы можем скачать этот файл в Excel. Для этого мы должны нажать вот сюда «Скачать», и файл в Excel будет скачан. Давайте нажмем. Вот этот файл в Excel скачался. То есть, кому удобно работать с рабочего стола в Excel, стандартный файл, вы его прямо можете скачать. Я его также могу вам послать на электронную почту. Этот файл – это все, что нам нужно для работы. Вся информация содержится в этом файле. И моя задача, в том числе, научить вас работать с этим файлом. Можно работать как онлайн, можно работать так же, как и офлайн. Да? Соответственно, давайте я вначале попробую вам показать, как работать с ним онлайн. И также я буду придерживаться плана этого видео, да, чтобы у нас не было перехода с одной темы на другую. Потому что говорить я могу достаточно долго и уходить от темы в разные стороны. Поэтому, чтобы такого не было, давайте придерживаться плана. Вот наш файл в Excel, в котором есть все для того, чтобы мы могли переводить видеоконтент на башкирский язык. Среди прочего, здесь вот видите план видео я сделал такой небольшой. Этот листочек я потом удалю, когда я это видео запишу, он мне больше будет не нужен. Значит, первое я хочу рассказать вам по поводу гранта. Как вы знаете, 2020 год был объявлен главой РБ Хабировым годом башкирского языка. И, возможно, из-за этого, возможно, по каким-то другим причинам, выделились какие-то гранты на башкирский язык в том числе. И YouTube-канал Bashkortization с проектом по переводу видеоконтента на башкирский язык решил принять участие в этом гранте. Соответственно, я собрал у некоторого количества людей документы и голоса. Те, кто хочет принять участие в гранте, в принципе, еще могут это сделать. Осталось не очень большое количество дней. Но для того, чтобы вам это сделать, вы должны мне прислать соответствующие документы, которые лежат вот здесь в листочке «Помощь». Есть два документа. Команде RTF и приложение 5. В команде RTF нажимаем сюда, и мы видим документ, то есть как бы файл, который мы... Ну, давайте вот нажмем «Скачать». Мы скачиваем вордовский файл, с которым вы можете работать. Да? Вот показать. Вы можете скачать этот файл. Сам я уже рассылать вам его не буду. Соответственно, вот у нас вордовский файл, в котором полное описание того, что нужно сделать людям, которые хотят принять участие. Да? Тут вся информация есть. Да? То есть вы можете все это спокойно сделать. То есть от вас требуется просто заполнить вот эту табличку, послать мне это раз. Дальше от вас требуется заполнить, соответственно, приложение 5. Согласие на обработку персональных данных. Это вот оно. Нажимаем сюда, и вот оно, приложение 5. Скачиваем его. Нажимаем «Скачать». Оно скачалось. Видите, оно здесь появилось, пока не появилось. Ну, давайте, вот оно появилось. Заполняете вот этот вот листочек, приложение 5.
сканируете его, да, то есть там пишите, что вас зовут вас так-то, сканируете со своими подписями, датами и присылаете на мою электронную почту. И дальше от вас требуется образец голоса. Образец голоса для озвучки. Соответственно, у нас вот есть листочек голоса, и здесь у нас куча разных голосов. Вот, например, мой голос. Подожди, что-то не сразу. Мен Амангелдин Шамил Тахирова, мне 38 яш, мен видео контентті башқұрт тіліне тәржіме еткім келе. Бұл менің тауышым. Рахмет. То есть вот такие видео, вернее такие аудио вы можете послать на мою электронную почту для того, чтобы попасть в базу данных голосов. Вот это у нас база данных голосов. Эта база данных голосов, я так думаю, она будет пополняться. Соответственно, потому что желающих людей иметь видеоконтент на башкирском языке достаточно много, и людей, которые хотят принять в этом участие. Поэтому вы можете принять в этом участие. Нужно разделять свое участие в гранте и свое участие в проекте. То есть некоторые из вас хотят участвовать в проекте, но не участвовать в гранте, то есть не подавать документы. Такое тоже возможно, поэтому если вы не хотите подавать на грант, либо вы не успеваете, вы можете просто присылать образец своего голоса и написать, что вы умеете. Навыки, которые нужны, это перевод на русский язык с иностранных языков, с английского, французского и каких-то других. Также перевод на башкирский, ну, либо с русского, либо с каких-то иностранных напрямую. Ну и также озвучка. Озвучка – это у нас, вы берете какой-то диктофон, вот, например, я использую обычный iPhone, на него что-то наговариваете в соответствии с тем, что нужно, и посылаете аудиофайлы мне. Если говорить простым языком, факт получения по электронной почте мною от вас аудиофайлов и текста на башкирском языке, и аудиофайлов на башкирском языке с озвучкой мультфильмов, если они сделаны в хорошем качестве, увеличивает количество видеоконтента на башкирском языке. Соответственно, все просто. То есть мне нужны аудиофайлы на башкирском языке, и если я их получу, то мы сможем сделать, перевести, озвучить достаточно большое количество мультфильмов и фильмов на башкирский язык. Теперь давайте все-таки я буду придерживаться плана, потому что я от него отошел. Значит, про грант я рассказал, про документы я рассказал, про голоса я тоже вкратце рассказал, более подробно чуть-чуть расскажу. Да? То есть на листочке «Помощь» вот эти два файла вы можете скачать. Вот я их показывал, как скачать. Вот они в скачанном виде в Word. Вот здесь лежат, вот только что я их скачивал и показывал вам. Да? И, соответственно, все можете заполнить и сделать. Дальше. У нас по плану идет... Так, для чего нужен грант? Грант мне нужен для того, чтобы платить членам команды за их работу. То есть члены команды будут выбирать видео, которые они хотят перевести на башкирский язык и озвучить. И я думаю, что нужно стимулировать их работу, чтобы этих людей было больше, чтобы они, как это сказать-то, с большим желанием и усердием переводили и более качественно это делали. Людям нужно за это платить. Поэтому мне нужен грант. И поэтому я подаю на грант. Наш проект подает на грант. То есть это основная цель. Основная цель гранта не проведение какого-то мероприятия, конференции по поводу пользы изучения башкирского языка. Да? Основная цель гранта – это потратить деньги на работу людей, которые помогут перевести видеоконтент на башкирский язык, мультфильмы, фильмы и так далее. И значительно увеличить количество и хронометраж, количество в часах видеоконтента на башкирском языке, потому что его очень мало. И, к слову, я вам прямо сейчас скажу, что сейчас количество мультфильмов, их общий хронометраж где-то около 30 часов. То есть за годы с 90-х годов по текущий год, за 30 лет, 30 часов мультфильмов на башкирском языке. А потребность в мультфильмах на башкирском языке, если рассчитывать, что ребенок смотрит мультфильм с 2 до 12 лет по 1 часу в день, то это 10 лет на 365 дней, это 3650 часов.
Соответственно, если мы 30 разделим на 3650, мы увидим, что потребность исполнена менее чем на 1%. И по большому счету, все мультфильмы, которые есть на башкирском языке, ребенок может пересмотреть за 1 месяц, если будет по 1 часу в день смотреть. И поэтому у нас, допустим, в программе Сенгильдак и в прочих программах одни и те же мультфильмы крутят по десятками раз. И те мультфильмы, которые переведены очень давно, еще в 90-е годы. И также мы имеем проблему с тем, что студия Тамыр финансируется очень слабо, у них очень маленький бюджет. Соответственно, мы имеем очень большие проблемы с башкирским языком, с его финансированием и так далее. Но это вопросы политики. Я сейчас в данном случае не являюсь политиком, являюсь человеком, который претендует на грант. Соответственно, я говорю именно с этой точки зрения и с точки зрения получения результата, получения видеоконтента на башкирском языке. И поэтому я ограничен в своих высказываниях, публичных высказываниях. Да? То есть то, что записывается на видео, я называю публичным высказыванием. Поэтому, учитывая небольшое финансирование, которое получает студия Тамыр, другие творческие люди и организации, которые могут переводить и создавать контент на башкирский язык, мы имеем очень мало контента на башкирском языке. И один из способов решения вопроса – это как раз тот проект по переводу видеоконтента на башкирский язык, который я придумал и который представляю на грант. Теперь давайте продолжим наше обсуждение и то, что у нас по плану. Значит, по плану у нас идет документы, голоса, для чего нужен грант, это я сказал. По поводу карантина. Вот так сложились обстоятельства, что в связи с коронавирусом объявлен карантин. И проект по переводу видеоконтента на башкирский язык, он не требует того, чтобы его участники встречались друг с другом. То есть подать документы на грант можно удаленно, через интернет. То есть вы мне просто присылаете сканы, фотографии необходимых документов, и свои голоса, самое главное. Участвовать тем более можно удаленно. Среди тех людей, кто переводил мне, помогал переводить видеоконтент на башкирский язык, люди, которые находятся в совершенно разных точках земного шара, не только в России, кто-то в Уфе, кто-то в Челябинской области, кто-то в Москве, кто-то вообще за пределами России. То есть любые люди с любой точки земного шара могут принять участие в этом проекте. Личное присутствие не требуется. Как я говорил, нужно просто получить от вас перевод на башкирский, ну, либо с английского на русский, если вы не знаете башкирского языка, соответственно, текста мультфильмов и фильмов, и получить от вас аудиофайлы надлежащего качества. Об этом я тоже скажу более подробно. И так как у нас карантин, самоизоляция, как раз если вам нечем заняться, находясь дома, и вы хотите принести пользу обществу, это я не обращаюсь к нынешним членам команды, это я обращаюсь к потенциальным членам команды на перевод видеоконтента на башкирский язык. Я уверен, что ваше количество будет увеличиваться. Но я надеюсь, что это не будет слишком стремительно, потому что мы вначале должны с той командой, которая сейчас уже есть, определенным образом выстроить взаимоотношения, построить правильно, позитивный настрой и позитивное взаимоотношения в правильном ключе. И затем мы сможем интегрировать, ассимилировать внутрь своей команды новых людей. Да, то есть вот именно в таком порядке. И поэтому через какое-то время я уверен, что наша команда будет расширяться, наша база данных голосов также будет расширяться. И у нашего проекта будет большое и светлое будущее. И я вам даже больше расскажу, заглядывая вперед, через какое-то время этот проект, в нем будут участвовать не только люди по переводу контента на башкирский язык, но и люди по переводу контента на удмуртский язык, на марийский язык, на эрзянский язык и прочие языки. И я буду делать обращение к удмуртской нации, к марийской нации, к эрзянской нации, к махшанской нации и так далее, по поводу того, как мы можем друг другу помогать. И самый простой способ – это вот кто-то из них берет, допустим, с английского переводит текст на русский для наших мультфильмов,
например, да, и это общая база. А потом и мы тоже это делаем, да, и, соответственно, потом с русского нам легче будет переводить всем на удмуртский, на марийский, на башкирский, на прочие языки. Да, соответственно, у нас будет общая база, которой все могут пользоваться, они тоже смогут давать свои видеофайлы для перевода и так далее, и так далее. То есть это проект такой очень серьезный. И дальше, соответственно, следующий вот пункт есть и ответ на вопрос, что будет дальше. Вот давайте я сейчас вам отвечу. Да, вот смотрите, вначале я на этот вопрос отвечу. Можно ли участвовать как бы в проекте? Так, сейчас давайте я поближе сделаю, я потому что не слишком хорошо вижу. Можно, так, да. Ну да, вот смотрите, можно не участвовать в гранте, но участвовать в проекте, это я говорил. То есть, если вы не хотите участвовать в гранте, подавать документы, вы можете участвовать в проекте, просто прислать свой голос, как образец голоса, написать мне по WhatsApp. Любой человек, который хочет участвовать в проекте, должен мне вот по этому WhatsApp написать о своем желании. Да, и это вот первый шаг. 8 925 998 1993. И я вам расскажу, что делать дальше. Дальше. Есть такой вопрос, что будет, если проект не выиграет грант. Если проект не выиграет грант, проект все равно будет существовать. Возможно, будет переведено меньшее количество фильмов за определенный промежуток времени. Тем не менее, я буду искать другие источники финансирования, и также я буду использовать свои личные сбережения для, соответственно, того, чтобы проект продолжал действовать, и он обязательно в любом случае будет продолжать действовать. Дальше. Ну, соответственно, я предлагаю становиться членами команды по переводу видеоконтента на башкирский язык. Это такое вот слово, да. И дальше у нас идеология. Идеология, она очень важна, и сейчас я вам покажу, значит, что здесь написано у нас на листочке идеологии. Давайте я немножко поближе сделаю. Вот. Так, ну, проект по переводу видеоконтента на башкирский язык – это народный проект. Любой человек может принять участие в проекте вне зависимости от национальности, знания башкирского языка, политических, религиозных и прочих взглядов, места проживания, социального положения и тому подобное. Например, удмурт из Ижевска может перевести субтитры с английского на русский язык. Да? И также количество членов команды потенциально не ограничено. То есть, что это означает? Вот, допустим, человек не знает башкирского языка, но он вот, в данном файле увидит, что нужен исполнитель. Сейчас давайте-ка я вот сюда вот сделаю. Да, вот, допустим, нужен исполнитель по переводу с иностранного языка на русский. Конкретно какого-то мультфильма. Там, вот этого, либо вот этого. Он просто берет, скачивает. То есть он вначале как бы стыкуется со мной, говорит, что он такой-то человек, он хочет помочь этому проекту, то есть он по телефону, по WhatsApp связывается со мной, и после этого, допустим, он решил перевести вот этот мультик, там, Illegal Move, например, да, соответственно, он скачивает, вот так нажимает и скачивает соответствующий мультик, вот он здесь вот у нас также на YouTube представлен, давайте откроем, вот, да. Let me help you up, monsieur. То есть мы видим, что это мультик на английском языке, и человек, например, хочет в будущем его перевести на удмуртский, там кто-то захочет на марийский, там и другие языки перевести, а мы захотим на башкирский. И вот человек, который не живет в Башкортостане, не имеет никакого отношения к башкирскому языку, он просто захочет его перевести на русский, то есть текст перевести на русский, дать нам этот текст, и потом мы все совместно сможем на свои родные языки его переводить. Башкиры могут его переводить на башкирский, удмурты на удмуртский, марийцы на марийский и так далее. I'm in check. Да, то есть вот как бы мысль была вот именно такая. Дальше смотрите. План видео. Идем сюда. Так, это я уже сказал. Идеология. Да? Вот идеология – это первый пункт нашей идеологии. Идеология проекта по переводу контента на башкирский язык и прочие языки. Вот именно такой. Пока мы говорим про башкирский язык, потом вполне возможно будут люди, которые будут переводить его
То есть применять те же самые механизмы и технологии, которые я предлагаю для перевода контента уже на другие языки, кроме башкирского. Пока мы говорим именно про башкирский язык. И цель нашей команды – это перевод на башкирский язык. Следующий пункт нашей идеологии – это сделанное лучше идеального. Я повторяю, сделанное лучше идеального. Для озвучки видео очень часто будут использоваться диктофоны на телефонах и другое подобное непрофессиональное оборудование. Поэтому идеального звука, как в студии, не будет. Однако лучше иметь много видеоконтента на башкирском с неидеальным звуком, чем иметь теоретические рассуждения о том, как должно быть. И в результате иметь мало видеоконтента на башкирском языке. Да? То есть идеальное – это то, что существует в мозгах людей, которые очень много говорят и ничего не делают. У них вот что-то идеальное существует в их мозгах. А сделанное – это то, что существует в реальном мире, в объективном реальном мире. Это конкретные файлы, мультфильмы и фильмы на башкирском языке. И суть нашей идеологии в том, что сделанное лучше идеального. То, что существует в мозгах людей и как они считают, разные советчики и болтуны, как должно быть, это из области идеального, не осуществившегося. И пока не будут осуществлять, всех наших детей переассимилируют, лишат их национальной идентичности и национального языка. И тогда будет вопрос стоять, а для чего погибали наши предки, если мы лишились своего языка элементарно. И поэтому вопрос тут элементарный, да, то есть сделанное лучше идеального. И поэтому мы будем именно исходя из этого исходить. Соответственно, следующий пункт, то есть следующий пункт, то, что касается вот данного пункта нашей идеологии, звучит таким образом. В то же время есть понятие приемлемого качества звука. То есть приемлемого качества звука. Если качество звука озвучки хуже приемлемого уровня, то звук должен быть перезаписан. Является ли качество звука приемлемым на первых этапах проекта, будет определять Амангильдин Шамиль. То есть тут я хочу пояснить, что имеется в виду. Значит, мультфильм, как он звучит на башкирском языке, всецело, на 90-95% зависит от того, какие аудиофайлы мне будут присланы членами команды. Если члены команды пришлют аудиофайлы, где тихий звук, где шипение, где слышны посторонние звуки, то хорошего звука в мультфильме не будет. И в этом случае я попрошу перезаписать звук, либо попросить других людей это сделать. То есть мы, с одной стороны, не стремимся к идеалу, потому что у нас нет профессионального оборудования, мы находимся в разных точках земного шара, мы используем вот такие вот диктофоны, в том числе на телефоне, да, и, соответственно, у нас это не профессионально. Да, как бы. С другой стороны, у нас есть определенные критерии того, каким должен быть звук. То есть, если ниже определенного уровня, мы этот звук не приемлем и не используем. Что такое приемлемый уровень звука? Сейчас я вам продемонстрирую. Вот у меня тут есть пример озвучки, допустим, 8-я фраза из Синтела. Да? На диктофон тоже все записывалось. То есть, вот такой вот аудио мне прислали, соответственно, для озвучки мультфильма Синтел. Да? Это приемлемый звук. Вот, допустим, для Чау Лола. Питер, кайда китеп бараһың? Кис кәрәк булһа ла. Шайтан алгыры. Һин бынау тасманы күбәләк итеп бәйләй беләһеңме? Һинең һөйләшүең ысул итальянец күп. В общем, вот то, что вы услышали, это приемлемый уровень звука. То есть звук достаточно громкий, посторонних звуков нету. В принципе, вы примерно поняли, да, то есть и нету шипения. Такой звук позволяет извлечь любой нормальный диктофон. И любой диктофон на нормальном телефоне. То есть на айфоне, на Samsung, на большинстве Samsung, как это называется, китайская вот эта фирма.
на букву X. Ну, в общем, вы поняли. То есть любой приличный диктофон, в том числе диктофон на компьютере, позволяет получать такой звук. И если вы сделаете... То есть это не должно составить для вас большой проблемы, сделать хороший звук. Следующий момент, соответственно, в соответствии с нашей идеологией, это, ну уж извините, мне приходится об этом говорить, не сыпать бисер перед свиньями. То есть мы, как команда, переводим видеоконтент на башкирский язык не для советчиков, завистников, лиц, участвующих в уничтожении башкирского языка и прочих не очень хороших представителей вида Homo sapiens. Мы переводим видеоконтент на башкирский язык для себя, своих внуков, правнуков, для башкирской нации и всех лиц, кто заинтересован в изучении башкирского языка и просмотре видеоконтента на башкирском языке. Мы никого не заставляем смотреть видеоконтент на башкирском языке, и если кому-то наш видеоконтент не нравится, то мы просим их просто не смотреть соответствующий видеоконтент. Да? То есть мы имеем полное право иметь видеоконтент и смотреть его на башкирском языке. Это неотъемлемое право любого человека, любого представителя вида Homo sapiens, и мы хотим реализовать данное право. Следующее, по умолчанию, да, то есть следующий пункт нашей идеологии по умолчанию. В переведенном на башкирском языке фильме и мультфильмы по умолчанию будут указаны ваша фамилия и имя. В случае, если перевод делается сначала с иностранного на русский язык, а затем с русского на башкирский, будут указаны имена всех переводчиков. По вашему требованию, то есть если вы не хотите, чтобы ваше ФИО, фамилия и имя указывались в переведенном на башкирский язык фильме и мультфильме, то вы должны об этом мне написать до начала монтажа соответствующего видео. То есть до того, как я начал монтировать видео, вы должны мне написать, что вы не хотите, чтобы я называл ваше ФИО. Тогда я не буду его называть. И тут очень важно, я называю в основном фамилию, имя. То есть если вы заслуженный деятель, профессор, я не буду указывать, что заслуженный деятель, профессор с такими-то регалиями, значит, переводил. Да, как бы в фильме, мультфильме указывается именно фамилия, имя. И, значит, следующий момент, то, что, допустим, кто-то из вас перевел с английского на русский, а другой из вас перевел с русского на башкирский. Я вас обоих по умолчанию укажу в качестве переводчиков. То есть люди должны знать своих героев, и если вы специально не попросили не указывать вас, я вас всех укажу. И поэтому труд таких людей, как, допустим, Марсель Ишимбаев, потому что он у нас перевел много субтитров с английского на русский язык, он будет также, как сказать, озвучен, и в мультфильмах, фильмах вы услышите, что это именно он был среди людей, которые переводили. И если это будет Иванов Петр из Удмуртии там, или из Ивановской области, человек, который перевел с английского там, или с испанского на русский язык, то его фамилия и имя тоже будут озвучены в мультфильме как человек, который принимал в этом участие. Для членов команды по переводу видеоконтента на башкирский язык создана группа WhatsApp, и для этой группы устанавливаются следующие правила. Первое. Запрещается обсуждение тем, не связанных с переводом видеоконтента на башкирский язык, особенно политических тем. То есть, почему так делается? Потому что наша задача получить результат. Результат в виде видеоконтента на башкирском языке. И нас не должно отвлекать что-либо. То есть в том числе обсуждение политики, разные точки зрения и так далее. Вне пределов группы WhatsApp и вне пределов нашего проекта члены команды могут обсуждать любые темы, участвовать в любых движениях, придерживаться противоположных точек зрения и так далее, и так далее. Но в рамках нашего проекта наша цель именно перевод видеоконтента на башкирский язык, и я прошу об этом помнить. И также команда по переводу видеоконтента на башкирский язык и я лично, мы не несем никакой ответственности за деятельность членов команды вне пределов, значит, этого проекта по переводу видеоконтента на башкирский язык. То есть, ну, как бы примерно понятно, да? И тем более, учитывая то, что у нас членами команды могут быть абсолютно разные люди, разных этнических групп, разных религиозных воззрений, и так далее, то совершенно естественно, что они будут иметь совершенно разные точки зрения на разные вопросы. То есть, как бы это абсолютно так и должно быть. По-другому быть и не может.
И, ну, в общем-то, тут все понятно, да, по поводу первого пункта. По поводу второго, значит, нежелательно писать в группу WhatsApp после 23:00 по уфимскому времени. Здесь ситуация такая, что большинство членов команды находится в Республике Башкортостан, соответственно, мы живем по уфимскому времени, соответственно, после 11, пожалуйста, не пишите, потому что некоторые люди спят. По поводу утреннего времени, давайте определимся, что примерно раньше, чем 9 часов утра, тоже желательно не писать в WhatsApp. Да? То есть с 9 утра до 11 вечера писать в группе WhatsApp можно. Мне лично, как организатору проекта, вы можете в личных сообщениях писать в любое время. Хоть ночью, хоть днем, хоть утром, хоть вечером, в любое время. Но именно в группу WhatsApp, где вы сможете разбудить кого-то своими сообщениями, вот в это время лучше не писать. Дальше, третье правило. Запрещается публичная критика одними членами команды других членов команды. Если кто-то из членов команды не очень хорошо что-либо перевел, озвучил или не успевает что-то сделать в согласованный ранее срок, то информацию об этом прошу писать в личном сообщении Амангильдину Шамилю. То есть вот это правило вводится для того, чтобы не было ситуации, что кто-то что-то вовремя не сделал, или неправильно перевел, или плохо озвучил, и кто-то другой начинает этого человека критиковать публично. Это может возникнуть, если несколько человек озвучивает какой-то один, допустим, фильм, и все другие голоса уже озвучены, а один голос не успел озвучить, либо слишком плохо озвучил, там шипение, еще что-то в аудиофайле и так далее. Вот, и тогда этот человек может обидеться, уйти и что-то в этом духе. То есть, чтобы таких ситуаций не возникало, вводится это правило. Запрет на публичную критику. То есть, вы можете в личном сообщении мне написать о каких-то таких вот вопросах, которые у вас есть. И я уже дальше буду решать вопрос. То есть я лично пообщаюсь с этим человеком, значит, какие-то другие, может быть, можно заменить, может быть, можно как-то по-другому пообщаться и так далее, и так далее. То есть вот публично прошу, значит, никого не критиковать из членов команды. Следующее, значит, нам нужен результат, и нам нужна хорошая корпоративная культура внутри нашей команды. И в то же время нам не нужны, значит, не слишком исполнительные люди. Соответственно, у нас приветствуется доброжелательность, исполнительность, комплименты в адрес других членов команды, взаимопомощь. То есть то, что должно быть в нормальном обществе, у нас приветствуется. Если там, где вы живете, отсутствует нормальное общество, то, извиняюсь, это не наши проблемы. В нашей команде будут действовать взаимопомощь, исполнительность, доброжелательность, комплименты в адрес друг друга. Что касается того общества, в котором вы живете, на улице, ваши коллеги, какие-то другие, значит, структуры, в которых вы вынуждены взаимодействовать, то это уже другое общество. Да? То есть это как бы не тот коллектив, который мы делаем внутри нашего проекта. Наш проект – это наш коллектив, и именно эти правила мы устанавливаем. И после того, как мы эти правила установим, притеремся, мы будем эти правила, значит, устанавливать для новых членов команды. И, соответственно, новые члены команды будут ассимилированы в наше общество и в наши правила. И это именно позитивные правила, и именно по этим правилам живут как бы прогрессивные общества. То есть прогрессивные общества, члены прогрессивных обществ, они помогают друг другу, они стремятся делать друг другу комплименты, они улыбаются друг другу, хотя вот кто-то называет это натянутыми улыбками, да? Но, по-моему, натянутая улыбка – это лучше, чем нескрытая агрессия. Да? То есть, и поэтому, соответственно, прогрессивные общества, они более исполнительные, они доброжелательные в целом. Не буду показывать пальцем и так далее, и так далее. В общем, вы примерно поняли, о чем речь. И речь о том, что мы строим нашу команду таким образом, чтобы все было доброжелательно, честно, открыто, транспарентно. И затем, если мы это выстроим, а мы это выстроим, мы
будем интегрировать новых членов в нашу команду. Следующее, что касается правил о критериях исполнительности. Значит, мне необходимо ввести эти правила, потому что иногда бывает ситуация, что есть проблемы с исполнительностью. То есть я ввожу некий коэффициент исполнительности, это число от 0 до 100%. Что это такое? Значит, это когда кто-либо обязуется, ну сам говорит, что вот что-то он сделает к какому-то сроку, но к этому сроку не делает. Соответственно, это не публичная информация, я на основе этой информации делаю выводы. Можно ли доверять этому человеку какой-то следующий проект, сколько резервного времени нужно закладывать и так далее, и так далее. И вот я просто приведу пример. Если член команды пообещал за неделю сделать какую-либо работу, например, перевести текст 5-минутного мультфильма, то есть не озвучить, а просто текст перевести, но не успевает, и перед истечением недели написал Амангельдину Шамилю с просьбой добавить еще неделю, то в случае, если член команды успеет сделать работу в новый срок, то есть на вторую неделю, к концу второй недели, да, то коэффициент исполнительности останется на уровне 100%. То есть вот я прошу обратить на это внимание, если вы взялись что-то перевести, сказали, за неделю сделаю, прошла неделя, вы не сделали, не успеваете, вы мне написали, что Шамиль, давай я через неделю это сделаю, еще одну неделю я говорю окей, и вы в течение следующей недели это сделали, то ваш коэффициент исполнительности остается на уровне 100%. Да? И вот это вот критерий исполнительности, это один из KPI, Key Performance Indicator, который потом будет в будущем, он не будет публичным. То есть я не буду, это же у нас не работа, я не могу вообще я не могу членов команды каким-либо образом заставить работать. У меня нет никаких юридических прав для этого, ничего другого, это просто моя просьба, да, то есть вот как организатор проекта, значит, просьба к вам, очень сознательным людям, помочь переводу видеоконтента на башкирский язык, и вот только с этой точки зрения и с этих позиций я исхожу. Но вот для того, чтобы было интереснее, также в будущем, возможно, будут введена некая gamification, да, то есть это, как бы это по-русски сказать, игровизация, да, то есть вот члены команды вы будете получать, и я в том числе, мы будем получать звездочки и уровни, в зависимости от того. То есть, если мы выиграем грант, мы будем получать деньги. Даже если не выиграем грант, возможно, мы тоже будем получать деньги, но, возможно, в меньшем количестве. Дальше, соответственно, будут, кроме денег, будет еще история с звездочками и уровнями. То есть, и одним из критериев будет исполнительность. Да? И более того, я скажу, что вот разные звездочки, уровни, они будут также, возможно, монетизированы. То есть их можно будет каким-то образом на что-либо обменять, в том числе и на деньги. Соответственно, я пока не хочу делиться планами, но вот критерий исполнительности – это очень важный критерий. И, соответственно, я прошу просто иметь это в виду. То есть, к сожалению, общество, в котором я нахожусь, я вижу большой процент неисполнительности. Это не касается членов команды, это касается именно другого общества за пределами этой команды. То есть, когда люди что-то обещают и ничего потом не делают. И как будто они этого не говорили. То есть, вот у таких людей, если это у них повторяется много-много раз, ну, коэффициент исполнительности, он стремится к нулю. Он стремится к нулю, и из этого можно просто сделать вывод методом проб и ошибок, что доверить потом этим людям перевести что-то, озвучить что-то, ну, невозможно. И поэтому, наверное, люди с коэффициентом исполнительности близким к нулю, наверное, придется как-то расстаться. Вот. То есть вот для этого нам нужны критерии исполнительности. И, соответственно, мы будем поощрять людей с высокими критериями исполнительности и будем думать, что делать с критериями исполнительности меньше нуля. При этом я хочу подчеркнуть, что никто не заставляет людей делать работу какую-то по переводу контента. То есть вы сами можете в любой момент сказать, что вот то-то и то-то вы готовы перевести в такие-то сроки. Потом, если не успеваете, вы можете продлить на определенное время.
но никто вас заставить не может. То есть, если у вас, вы не взялись какую-то работу, вы говорите, что у вас нет времени что-либо сделать, то на коэффициент исполнительности это никак не влияет. То есть, вот, допустим, у нас вот есть база данных голосов, у нас есть список людей. Не все люди, кто участвует в проекте, они вот здесь в базе данных голосов, потому что есть еще люди, которые здесь не включены, то есть они как бы не будут озвучивать, они другими, значит, другой работой по проекту будет занята, в том числе и редактурой текстов и так далее, и так далее. Но вот это нужно понимать, да, то есть то, что я сказал. То есть если вы, допустим, у вас нет времени, вы просто не берете какую-то работу там по переводу текстов, либо по озвучке, и, соответственно, на какое-то время вы просто не участвуете в проекте. Вы можете участвовать в проекте, допустим, проект будет идти там несколько лет, вы можете там 2-3 недели участвовать там в день по часу, например, да, то есть это такое вполне, или в день по 15 минут, такое вполне реально. Следующее, значит, давайте все-таки мы тут идеологию мы закончили. Теперь давайте посмотрим на такой момент, как работать и что делать. Да, вот это вот самое важное, наверное, то, что вам нужно понять технически. Вот смотрите, у нас тут в этом файле есть листочек WP. Еще раз напоминаю, этот файл вы можете скачать, и вот когда я его скачал, да, вот обычный Excel файл, да, тут тоже есть листочек WP. Вы можете его, соответственно, вот с этим скачанным файлом уже офлайн, то есть прямо с рабочего стола компьютера также работать. Да? И вот что из себя представляет этот файл? Вот давайте посмотрим. Вот это вот офлайн версия файла Excel, это вот онлайн, то есть который висит на Google Drive. Да? Вот что из себя представляет листочек WP, например. Листочек WP содержит список видео, которые вы можете перевести. Вы можете либо текст перевести, либо озвучку сделать. Тексты можете на разные языки переводить и так далее. Вот давайте я вам покажу это на примере, например, на примере, вот то, что легко сделать, допустим, ачо, да, это ачо. То есть, что такое ачо? Вот если вот тыкнете сюда, вот так вот тыкаете, открывается у нас на YouTube этот фильм ачо. Au cours d'une cérémonie annuelle, ces créatures célestes recevaient То есть вы видите на YouTube это видео ачо. Сверху написано ссылка на YouTube на иностранном языке. Следующая колонка это ссылка на видео в Google Drive на иностранном языке. Для чего в Google Drive? Для того, чтобы вы могли скачать. То есть вот вы видите ачо, вы идете вот сюда вот и можете скачать. То есть нажимаете вот сюда. Тот же самый фильм на иностранном языке, в данном случае мультфильм про этого дракончика, да, вы можете его скачать. Вот для этого нажимаете сюда скачать, и он начинает скачиваться. Он у меня уже скачан, лежит вот здесь вот. Так, не здесь вот, а вот здесь в загрузках. То есть вот этот ачо скачанный, да, лежит здесь. Мы можем его открыть и посмотреть. Если вдруг вы посмотрели и вы поняли, что вы хотите, можете его перевести на башкирский язык, вы пишите мне по WhatsApp. Я хочу перевести вот этот мультфильм. Я могу озвучить такого-то персонажа. Собственно, все. После этого я в этом файле отмечаю, что вы готовы его перевести, что есть исполнитель по конкретному делу, по этому файлу, и чтобы другие уже не могли взять этот файл. Да? Примерно так. Вот давайте вначале по колонкам пройдем. Вот вы посмотрели этот мультик, скачали его, вот он скачанный, да? И дальше давайте посмотрим, что у нас за колонки есть. Ссылка на субтитры Google Drive на иностранном языке. Да, вот, то есть вот сюда нажимаете, у вас появилась ссылочка, да, вот можете нажать скачать. Нажимаете скачать. У вас скачались субтитры. Вот они субтитры для этого мультфильма. Как их использовать? Видите, SRT написано. SRT это файл субтитров. То есть вы можете как субтитры их использовать. Вот у нас, значит, ачо. Вы берете субтитры, вставляете сюда. И теперь вы видите,
как все это работает с субтитрами. Dessinait de sublimes flammes en embrasant de la poudre sacrée. Un émissaire humain au regard intransigeant. То есть вы видите, что текст мультфильма на французском, а субтитры сами на английском. A severe human judge had the difficult task of selecting them. Да, соответственно, Avait la lourde дальше давайте посмотрим. Вот по Ачо, да, то есть это не здесь. Вот. Давайте вот сюда вернемся. Дальше вы идете направо. Вот по фильму Ачо идете направо. Вот написано ссылка на YouTube на русском языке. Написано NA, not applicable. То есть на русском языке этого мультфильма нету. Ссылка на видеофайл Google Drive. Ну, естественно, на Google Drive на русском тоже нету. Раз нету на YouTube на русском, да. Дальше субтитры на русском также отсутствуют. На прочие файлы ссылка тоже отсутствует, да. Ну и здесь мои комментарии. Аудио и видео. Аудио из видео на французском. Есть отдельные субтитры на английском. То есть это видео и субтитры на английском отдельно мы скачали. И мы видим колоночки, где написано «Волонтерный перевод текста на русский с иностранного». Написано «Нужен волонтер». Волонтерный перевод текста на башкирский с русского. Написано «Нужен волонтер». Волонтер на озвучку. Написано «Нужен волонтер». Ну и дальше статус у нас написан. То есть, если вы решили, что вы можете и хотите озвучить этот мультфильм, и вы знаете, то есть английский язык, соответственно, да, то есть вы можете с английского на русский перевести. Если вы знаете и башкирский, и английский, вы можете напрямую прямо с английского перевести на башкирский, вы можете сразу оба вот этих квадратика покрыть. Да? Если вы хотите еще его озвучить, и у вас, допустим, мужской голос, или у вас есть человек, который хорошо знает башкирский язык, и у него мужской голос, то, соответственно, вы можете этого человека попросить, и тогда вы мне просто пришлете аудио с мужским голосом. Если вы, допустим, девушка, у вас ваш муж или парень, он хочет озвучить вот этот вот Ачо, потому что там совсем мало текста. Вот если посмотреть, почему я написал легко, да? Здесь вот в этом мультике, вот они субтитры, да? То есть очень мало текста. То есть вот это вот всего лишь с английского на башкирский перевести, нормально на диктофон какому-то мужчине, значит, озвучить, потому что голос мужской, и прислать мне эти аудиозаписи, и у нас будет вот этот мультфильм на башкирском языке. И вы мне должны будете сообщить, как зовут этого человека, чтобы я, ну и свое имя, естественно, да, чтобы я сообщил в этом мультфильме, что, значит, переводчик такая-то, роли озвучили такие-то, да, как бы вот так вот. Теперь по переводу. Вот субтитры на английском языке. Да? Как их перевести на башкирский? Смотрите. Тут написано там Ачо, English. Мы просто копируем, вставить и, допустим, переименовываем его, называем Ачо Башкорт. Открыли. A long time ago in ancient China, то есть много лет назад в древнем Китае, вот, по-башкирски я не знаю, как это будет, но давайте Куб йоу элек напишем. Куб йоу дар элек, запятая, Кытайда в старом Китае, Ифке Китайда, наверное. Ифке Китайда и так далее, да. Noble dragons ruled over temples lost in the clouds. То есть какие-то там драконы, значит, руководили, главенствовали в всяких замках, которые были потеряны в облаках. Но вот как это по-башкирски надо сказать, я не знаю, как это сказать по-башкирски. В общем, вот первую фразу мы записали, сохраняем. Файл сохранить. Я сейчас просто демонстрирую вам, чтобы было понятно, да. И теперь мы вот этот Ачо Башкорт сохранили. У нас есть тот же самый файл Vesma, да, то есть как бы вот в нашем VOC Media Player. Это хороший видеоплеер, вы его можете скачать. И как его скачать? Есть у нас в разделе «Помощь», у нас есть видео, которое называется «Видео VOC Media Player». Нажимаете сюда, у вас открывается видео про VOC Media Player. Здравствуйте, уважаемые. И там все рассказано, как его скачать. И там есть даже ссылка на вот этот сайт. И это очень полезный видеоплеер. И я
поэтому вас отсылаю на это видео и рекомендую скачать этот VLC Media Player и использовать. Да? То есть вот мы берем этот VLC Media Player и, соответственно, берем на башкирском языке наши субтитры, вставляем сюда. И давайте заодно посмотрим, что вот то, что мы перевели, это было с 10 по 15 секунду сказано. Купи удар элек и таких катайда. Вот сюда вот сделаем. Il y a fort longtemps, en Вот видите, что написано Купи удар элек и таких катайда. A long time ago in a nation China. Вот если мы сейчас удалим то, что на английском, чтобы не мешалось, да, вот так возьмем, вот это вот удалим, то оно исчезнет вот у нас здесь. Еще раз его сюда. Смотрите. il y a fort longtemps, Купи удар элек и таких катайда. Да, то есть мы видим, что наши субтитры на башкирском языке прекрасно работают. И поэтому что нужно сделать для того, чтобы перевести мультик на башкирский язык? Первое, вы переводите субтитры на башкирский язык. То есть вот это все, что есть текст, вы взяли, перевели, написали на башкирском. Вставляете сюда в это видео и потом начинаете озвучивать. Ну, либо одну из ролей, либо там, допустим, в мультфильме там 4 голоса, да, 2 женских, 2 мужских. Вы, допустим, мужчина и женщина, муж с женой. Вы можете один мужской, один женский озвучить. И для 2 других голосов мы будем искать людей. Да? Вы этих людей можете увидеть вот здесь, вот как раз вот списки голосов и послушать их голоса. Но напрямую я прошу пока с ними не связываться. Да? То есть, когда мы станем такой сплоченной, хорошей командой, мы уже сможем напрямую общаться и так далее. На текущий момент мы пока что, значит, пока давайте этого не будем делать, да, то есть не будем торопить события. На текущий момент просто обращайтесь ко мне и предлагайте, вот вы, допустим, выбрали какие-то голоса, которые вам нравятся, и вы мне пишете по WhatsApp, что вот для такого-то мультфильма вот 2 таких-то голоса мы сами хотим озвучить, а 2 таких голоса, вот нам нравится вот такой-то голос и такой-то голос. Могли бы вы к ним обратиться, Шамиль? И тогда я уже с соответствующими людьми, с другими членами команды могу разговаривать, попросить их и так далее. И вы можете предложить не один голос, а несколько. То есть если кто-то откажется, допустим, человек занят, то другой голос, да, то есть 2, 3, 4 и так далее. И я прошу это делать по какой причине? Почему через меня должно быть общение на текущих этапах? Потому что у нас вот вниз будут добавляться, да, вот вы поймите меня правильно, вот сейчас у нас 22 голоса, и, кстати, вот Идель Раубаев, это очень известный певец, тоже у нас присоединился к нашему проекту, видите, да, под номером 22. И что я хочу сказать, у нас будут добавляться новые голоса, и поэтому... То есть люди, которые еще не полностью вникли в суть проекта и так далее, да, и они будут сюда добавляться, и будет не совсем правильно, вот если как бы сразу вы будете к ним обращаться, да, то есть поэтому через меня. То есть я же добавляю их в команду, я вообще оцениваю людей, смотрю, какое качество звука, что они могут делать, какие у них жизненные обстоятельства и так далее, поэтому лучше через меня, да, то есть на первых этапах через меня. То есть если вам понравились какие-то голоса, вы обращаетесь ко мне и говорите, что вот такие-то голоса мне понравились, я хотел бы попросить их, чтобы они озвучили такой-то мультфильм, такие-то голоса, да? И несколько вариантов предлагаете, такой-то голос, такой-то, такой-то, то есть для одного персонажа несколько голосов можете предложить. Вот. Соответственно, как происходит озвучка? Вот вы, допустим, муж с женой, вы перевели субтитры на башкирский язык, да, и здесь у нас, допустим, 4 персонажа, 2 женских, 2 мужских, идет мультфильм, идут субтитры. Вам нужно озвучить. Вы берете диктофон обычный, и вот, допустим, здесь «Купи удар элек и ткек катайда», да, вот такая фраза. Раз, два, три. Купи удар элек и ткек катайда. Раз, два, три. Ну, вот там звуки, поэтому я должен дождаться, когда нету никаких звуков, да, вот,
Вот теперь я говорю. Күп йодар элек ифке Кытайда. Күп йодар элек ифке Кытайда. Да, вот записали, слушаем. Раз, два, три. Күп йодар элек ифке Кытайда. Раз, два, три. Ну, вот там звуки, поэтому я должен дождаться, когда нету никаких звуков, да. Вот теперь я говорю. Күп йодар элек ифке Кытайда. Күп йодар элек ифке Кытайда. В общем, вот такого плана, значит, аудио вы записали, и после этого вы посылаете просто их на мою электронную почту. Используйте диктофоны на телефоне, соответственно, обычные диктофоны, микрофоны, которые у вас есть, присоединенные к компьютеру и так далее. То есть любые диктофоны, которые существуют. Как бы, да, вот примерно так. И я советую, если идет мультфильм, вначале одному персонажу все голоса записать. Допустим, вот вы жена, вы сели, записали на диктофон все свои реплики. Потом мужчина сел и все свои реплики записал. И потом вы эти файлы мне присылаете на электронную почту. У меня огромная просьба, если вы присылаете файлы аудиозаписи не в одном файле, много как бы записей, да, а по одной фразе, то вы, пожалуйста, их пронумеруйте. То есть пронумеруйте, чтобы было видно, в какой очередности они идут в мультфильме. И вы также можете, это даже желательно так делать, несколько вариантов записывать. Да, вот, допустим, «Күп йодар элек ифке Кытайда» я произнес где-то 3 раза. Да, вот, поэтому где-то 2-3 раза одну и ту же фразу прошу произнести, потому что лучший вариант я выбираю. Иногда будет ситуация, что в открывании рта фразы не помещаются, или когда идут сложные диалоги между персонажами, на башкирском фраза звучит длиннее, чем на английском там, или на французском. И поэтому нужно будет их как-то сокращать. И в этих случаях я также буду обращаться и что-то там перезаписать, ну и так далее, и так далее. То есть работа вот строится именно таким образом. Вроде я это показал. Теперь давайте продолжим дальше. Так, не все фильмы навести ВП. Вот что делать. Демонстрация вкратце, демонстрация приемлемого качества звука. Вот, демонстрация приемлемого качества звука, по-моему, я уже показывал, да, тем не менее, давайте я еще раз это покажу. Вот такого плана звук, он вполне приемлемый, вполне хороший для наших целей. Тамазы музыкант, һәм ул тагы ресторанда официант. Матео бик зур булмаган галерея тота. То есть вы слышите, это из фильма Чаолола, да, и вот если вы посмотрите на Чаолола, сейчас я вам его найду, вы сравните с тем, что получилось. Сейчас, минуточку. Это вот у нас список фильмов. Чаолола, это вот. Вот здесь вот. Мебель эшләй, тамазы музыкант, һәм ул тагы ресторанда официант. Матео гөлү. Кара, Фреда. Ул ресторанда итәкләй. Тыныслан, бәлә шул Лола һәм Питер. Yok, ben Lola, hem Peter, hem Barroco şehirde. All these other guys. Вот, в общем, вы примерно поняли, да, то есть вот этот звук, он лег вот сюда, на этот фильм, и, в принципе, что-то получилось. И, соответственно, вот такое качество звука, оно вполне приемлемое. И такое качество звука дают обычные микрофоны, диктофоны, но про то, что я уже до этого говорил. Я извиняюсь, если я повторяюсь по этому поводу несколько раз, потому что это очень важный момент. В озвучке фильмов и мультфильмов на башкирском языке самое главное — это аудиофайлы, которые я от вас получаю. Даже не корректность перевода. Корректность перевода, конечно, имеет значение, но аудиофайлы и их звучание имеют гораздо более важное значение. Да? То есть не текст, а именно аудиофайлы. Это первоочередное значение у нас имеет для озвучки на башкирском языке фильмов и мультфильмов. Давайте продолжим следующее. Вот это я показал. Демонстрация вкратце, все-таки я вам еще кое-что покажу. То есть вот листочек ВП, да? Вот если вот этот фильм Ача кто-то выбрал, он хочет вот этот текст с башкирского, то есть с английского на башкирский перевести, переводит субтитры, озвучивает, присылает мне аудиофайлы. После того, как вы мне сказали, что вы
займетесь переводом соответствующего видео, вы мне в WhatsApp это написали, да, то есть после этого я здесь вставляю, вместо нужен волонтер, вставляю, соответственно, волонтер есть в процессе. Да? Когда вы его сделаете, уже будет написано не волонтер есть в процессе, а будет написано, что, соответственно, субтитры переведены, да, ссылка на них будет здесь дана и так далее, и так далее. То есть статус будет меняться вот здесь. Вот, да? Теперь, ну, вкратце я, наверное, вам показал. Мы должны по другим пунктам пройтись. И, наверное, после этого я еще раз по какому-то другому примеру, по другому видео тоже покажу. И в целом по этой таблице вам расскажу, как работать с ним. Давайте все-таки по плану. Так. Демонстрация предельного качества звука я вам показал. Работа редактора-корректора. Значит, среди членов команды у нас есть профессора заслуженные по филологии, люди, которые могут работать редакторами-корректорами, ну и которые, собственно, и так и работали. И в случае возникновения у вас вопросов по поводу того, правильно ли вы что-то перевели на башкирский язык, вы должны мне присылать файлы, и я их буду отправлять на проверку редактору-корректору. То есть, если вы однозначно перевели правильно, вы считаете, и там легкий вариант, и вы 100% уверены, то необходимости посылать редактору-корректору нету. Если достаточно сложный фильм, либо мультфильм, и вы в чем-то не уверены, то прошу, всегда присылайте мне эти файлы для проверки. И не начинайте озвучку, пока я вам не скажу ее начать. В этом случае я отправляю файл на редактору-корректору, который будет проверять их и выдаст заключение, правильно либо неправильно, что там было проведено и где что нужно исправить. Вот давайте я вам покажу пример работы редактора-корректора. Вот для фильма «Рубеж». Для фильма «Рубеж» некоторые из фильмов у нас нету в базе данных. Я отдельно общаюсь с членами команды. То есть, как бы, соответственно, какие-то фильмы, они в базе данных у нас не присутствуют. Да? То есть, как бы, такой вариант взаимодействия у нас тоже возможен. И давайте вот посмотрим. То есть, вот у нас есть русский вариант, у нас есть то, что было определено на башкирский, и у нас есть то, что третья колонка, то, что пишет редактор-корректор. И здесь нужно понимать, что редактор-корректор обычно, то есть редактору-корректору дано следующее, значит, как сказать, дана следующая просьба. Да, просьба. Я не могу дать поручение, просьба дана. То есть редактор-корректор исходит из следующего, что если у нас перевод 100% правильный, но возможен какой-то лучший вариант, то редактор-корректор предлагает немножко другой вариант. Если, соответственно, перевод 100% неправильный, то редактор-корректор пишет, как должно быть правильно, исходя из литературных норм башкирского языка и какого-то там правила по поводу аффиксов, которые я пока сам не совсем понял, и я не филолог, поэтому мне это не нужно знать. В общем, примерно так. То есть редактор-корректор не будет исправлять, я прошу это заметить, не будет исправлять и настаивать на своем варианте, если есть правильный вариант. Он просто может предложить альтернативный вариант и не обязательно его брать. Да, то есть, как бы, если правильный вариант, если возможно несколько вариантов, то нет необходимости брать вариант редактора-корректора. Если же вдруг именно есть ошибки, то и редактор-корректор так красным цветом выделяет и показывает, что это ошибка и нужно именно по-другому перевести, то в этом случае, соответственно, нужно взять вариант редактора-корректора и озвучить именно вариант редактора-корректора. Вот так вот у нас работает история с редактором-корректором. Дальше. То, что не все фильмы у нас на листе ВП, это я сказал. Кстати говоря, вот на листе ВП у нас внизу вот здесь вот есть готовые проекты. То есть вот те фильмы, мультфильмы, которые уже были переведены на башкирский язык. Благодаря вот вам, уважаемые члены команды. Давайте-ка я вот сюда вот сделаю, да, вот так вот. То есть вот всегда вот можно, допустим, Дахшебурга, Табигаттеуряну, это вот, я там тоже принимал в этом участие непосредственно, Пионеры Вселенной, Гибридтар, вот последний фильм, который был приведен.
есть мы всегда можем нажать сюда и увидеть уже финальный вариант, что там было переведено, озвучено и так далее. Ну ладно, давайте не будем так ждать пока. Так, ну, теперь давайте обратимся в соответствии с нашим планом к следующему пункту, к заключительной части, да? Так, значит, тут я философию развожу, да, по поводу уточки, создал механизм. Так, нет, давайте, прежде чем переходить к заключительной части, все-таки с листочком VP немножко поразбираемся более подробно. Это потому что самое важное. Значит, вот этот файл, который вы видите, да, мультфильмы, фильмы, я всегда могу его скачать и послать вам по электронной почте, если вы не умеете им пользоваться. Все ссылки в этом файле рабочие. То есть, если вы видите ссылку, вы на нее просто кликаете, и у вас открывается что-либо. И вот у вас что-либо открылось, и вы это можете скачать. Вот сюда нажимаете «Скачать», и это скачивается. В данном случае видео. Да, и потом вы с этим видео можете работать. Суть нашей работы в том, что вы, члены команды, можете зайти в этот файл, увидеть те фильмы и мультфильмы, которые у нас в проекте, и те, которые вам понравились, вы можете захотеть перевести на башкирский язык. Либо перевести текст, то есть либо с иностранного языка на русский, либо там, с русского на башкирский, либо с иностранного на башкирский, если вы это умеете делать. Либо озвучить каких-то из персонажей, ну, либо всех персонажей. Вот порядок действий такой. Вы посмотрели какой-то фильм, мультфильм из этих. Он вам понравился. Вы захотели, вы поняли, что вы способны его перевести. Он не слишком длительный, у вас голоса как-то более похожи, вам это интересно. Вы мне пишете по WhatsApp: Шамиль, я хочу взять на перевод такой-то фильм, его название. Я говорю окей, говорю примерный срок, мы с вами согласуем все это. После этого я, допустим, вот вы захотели взять, ну, допустим, вот это вот «Телескоп». Да, вот фильм «Телескоп», его, видите, написано легко. Там один мужской голос, его легко перевести и легко озвучить, потому что нужен один мужской голос. И для начинающих это самый простой вариант. Я вот поэтому предлагаю, если кто хочет, один человек мужского пола, вы можете его взять. То есть у нас тут есть, под него есть, по-моему, на русском языке он есть. Да, то есть он есть, вот смотрите, в комментариях мы видим, вот здесь в комментарии написано. Есть видео на английском, есть видео на русском, есть субтитры на английском, есть субтитры на русском. То есть по этому фильму есть все, что вам нужно. Вот, допустим, на русском языке видео сюда нажимаете, скачиваете, да? Нажимаете сюда, на YouTube этот же фильм смотрите на русском. Студия Диафильм его перевела. Давайте вот сейчас. Просмотр года 2065. Готовка к последнему прыжку. Миссия. Извиняюсь, я вас дезинформировал. Здесь не один мужской голос, а здесь два. То есть голос робота, мужской голос, и голос вот этого персонажа, главного героя. То есть тут два мужских голоса. Вот субтитры, да, то есть вот нажимаете, у вас в Google Drive тот же самый фильм на русском языке открывается. Вот он откроется, вы сможете нажать сюда «Скачать» и скачать его. Сюда нажимаете «Скачать», он начинает скачиваться, да, соответственно. Тут все просто. Видите, он начал скачиваться вот здесь вот. Ну, давайте приостановим, потому что он нам не нужен. Вот. И вы также можете скачать к нему субтитры. Нажимаете сюда. Скачать. Скачались субтитры для фильма «Телескоп». «Телескоп Russian» написано. То есть на русском языке субтитры «Телескоп». Видите, с РТ написано, значит это файл субтитров. Открываем его. И вот эти вот субтитры. Если мы эти субтитры вставим в любое видео, вот внизу будет вот именно этот текст. Я вам рекомендую, то есть просто прямо в этом же файле, ну, либо скопировать, назвать его башкорт. То есть вот смотрите, вы берете его, копируете, вставляете, «Телескоп башкорт» будет, да, переименовать. Башкорт.
И здесь вы уже переводите на башкирский язык текст. Любим ли мы путешествовать? Саяхет итирге бед яратабыз мы. Ну и так далее. Все вот эти фразы переводите на башкирский язык, сохраняете. После этого, допустим, у вас есть этот телескоп. Вот здесь у меня его еще нету, да, то есть я его не скачивал. Ну, какое-нибудь другое видео там скачаем, давайте, вот там мал, например, да. И вставим вот эти субтитры по поводу телескопа. Это у нас 6-я секунда. Вот. Любим ли мы путешествовать? Саяхет итирге бед яратабыз мы, да? То есть вот, ну, понятное дело, что я засунул эти субтитры под другой фильм. Я должен был засунуть под телескоп, но это другой мультик. Телескоп просто я не стал скачивать, но вы поняли, что это работает, да? Я просто хотел вам это продемонстрировать. Вы перевели все субтитры на башкирский язык, потом зачитали текст, аудио записали. То есть вы видите прямо, почему нужно субтитры вставлять в мультфильм, смотреть и записывать аудио на диктофон. Потому что вы видите интонацию. Вам не просто нужно текст записывать, вам нужно соблюдать интонацию и пытаться попасть под открывание рта персонажей из мультфильма. То есть вот идет мультфильм. Dans tous mes déplacements. Там кошки, там кто-то другой разговаривает, да, вот вам нужно примерно видеть их фразы, сколько по длительности идут, с какой интонацией они это произносят, и примерно с такой же интонацией все это произносить на диктофон, естественно, да. Поэтому вам не надо просто открыть файл и читать его, это будет неправильно. Нужно именно в мультфильме видеть эти субтитры, и тогда у вас все будет хорошо. Вот, так, это я вам продемонстрировал. Соответственно, мне нужно на электронную почту просто получать вот такие вот файлы с переводом на башкирский язык, ну, либо там на русский язык, если вы с иностранного переводите, да, и файлы звука. То есть, вот, допустим, сначала Lola, это звуковой файл, MP3, PEG и так далее, да, вот, получать на электронную почту. Ну, либо ссылку на электронную почту, чтобы я ссылку на какой-то файлообменник, если файл большой, чтобы я мог его скачать с файлообменника. Например, с вашего Google Drive, да, или откуда-то еще. И если это будут качественные файлы, то мы без проблем будем делать из них много разных фильмов и мультфильмов на башкирском языке. Так, вот это вот я вам показал по поводу телескопа. Это еще раз я показал, как работать с файлом. Да, видите, тут написано, что есть видео на английском, есть видео на русском, есть субтитры на английском, есть субтитры на русском. Субтитры на русском мы скачали, перевели на башкирский. Ну, первую фразу, да, я это вам показал. Поэтому здесь стоит NA. То есть волонтер на перевод текста на русский с иностранного стоит NA, not applicable. Значит, не нужен волонтер на русский, потому что на русский язык это уже переведено. Нужен волонтер на перевод на башкирский с русского. Видите, написано нужен волонтер. И нужен волонтер на озвучку. То есть там две роли мужские. Робот и вот этот вот человек, который в космическом корабле сидит. Ну и робот, космический корабль. Да? Далее, значит, вот смотрите. Например, по мультфильму «Ужасно глубоко» у нас еще есть здесь вот в этой колоночке что-то написанное. Да? Сейчас к этому вернемся. Давайте вот к Serial Taxi еще вернусь. Тут более такой интересный пример. Serial Taxi, чтобы было понимание. Смотрите, мы постепенно все усложняем и вводим дополнительные, значит, параметры, графы и так далее. Если вы являетесь, допустим, пенсионеркой, и вам сложно все это понять, то в принципе, я могу вам файлы в Word просто посылать для перевода. То есть файл в Word, где есть русский текст, вам нужно будет просто на башкирский русский текст переводить. И вам не нужно будет копаться во всех этих файлах, лазить и так далее, и так далее.
Но фильм, конечно, желательно смотреть, потому что просто читая текст, как бы вы можете не понять смысл фильма, да, и мультфильма, который вы переводите. Вот. Вот то, что я рассказываю, это не для случая, когда у нас уважаемые значит, люди пожилого возраста переводят текст на башкирский язык. Это у нас для немножко других случаев, вот, поэтому, соответственно, я здесь вам показываю. Вот смотрите, допустим, по сериалу «Такси». Да, вот сериал «Такси» у нас такой мультик небольшой. Сейчас я сделаю обратно. Опа, сейчас. Тоже, опять же, заходите сюда, видите сам мультик. Двухминутный всего лишь. Мы там видим двух персонажей. Это вот женский голос и мужской голос. Вот сейчас. Nice weather today, huh? The cold. It is colder than the steel of a knife. И мы видим, что он на английском языке. Usual. Мы видим, что он на английском языке, поэтому дальше что мы делаем? Вот субтитры на него есть на английском языке. Эти субтитры были переведены на русский язык, и прямо вот здесь вот видно, кто их перевел. Так, есть. Да, вот написано, субтитры переведены на русский с иностранного Марсель, на башкирский с русского Розалия. Да? То есть вот в начале, по-моему, 1,5 месяца назад субтитры уже были переведены на русский язык. Затем какое-то время назад Розалия перевела эти субтитры на башкирский язык с русского. И вот этот перевод, соответственно, на русский язык, на башкирский язык с русского. Да, давайте посмотрим. Вот. Тут вот эти вот квадратики, не обращайте внимания, это в Google Drive не так. Вот если мы скачаем, то будут нормальные башкирские буквы. Смотрите, скачали. Смотрим сериал «Такси». Сериал «Такси» Russian Башкорт. Да? То есть и русский, и башкирский язык в этом файле есть. Вот, мы видим. Давайте вот так вот сделаем. Если я это сохраню в виде файла SRT, то это будут субтитры. Да? Но тут как бы в борде они сейчас. То есть вот это у нас по-русски колонка, это у нас колонка на башкирском языке. Такси, Зинхарусун или Сунса Урамха, там Хеден Багажагат Барма, Юг, Яхша и так далее, и так далее. То есть это вот текст на русском, на башкирском. Это я вам демонстрирую, как работает файл. Да? Дальше. У нас на озвучку. Да, на озвучку мы с Розалией договорились, что Розалия озвучивает женщину, которая в такси едет, а я озвучиваю таксиста. Я здесь, соответственно, пишу в колонке список персонажей для озвучки и кто озвучивает. Первое. Женщина Розалия К. Кстати, Розалия К. это очень известный человек. Она была ведущей программы «Солян». Вот. И вы голос ее прекрасно знаете. Да? То есть, как бы, когда вы его услышите, вы все это узнаете. Вот давайте найдем ее в списке голосов. Так. Вот. Так, вот. Сейчас, минуточку. Вот, давайте послушаем. Просто вы услышите этот голос, и вы, наверное, сразу узнаете. Һаумыгыз, мин Кунысбаева Розалия Әхмәт кызы Баймак районы Карамалы авылында тулып үскәнмен. Ошо көнгә тиклем Башкорт Юлдаш телевидениеһенең сәлам тапшыруының хәбәрчесе булып эшләп килдем. Әлеге мәлдә декрет ялындамын. То есть такой очень приятный, хороший голос, и вы, наверное, его узнали, и вы часто его слышали по телевидению. И это означает, что очень много известных персонажей принимает участие в нашем проекте. Я также предлагаю вам присоединяться к нам. И, ну, давайте, ладно, я не буду дальше рекламироваться. У нас там есть и серьезные письма поддержки от серьезных людей. Я пока не буду все показывать. Давайте лучше вернемся к нашему файлу. Да? То есть вот у нас есть, значит, лист ВП, сериал такси. Вот здесь вот.
это у меня, извиняюсь, я на карантине, поэтому я не могу обеспечить полную тишину в квартире, чтобы там дети ушли гулять и так далее. Просто по закону все обязаны сидеть в квартирах. А я как соблюдающий закон человек, соответственно, сижу, запершись в комнате, но в других комнатах там люди могут и шуметь. Вот, смотрите, значит, у нас мы распределили роли, что женщину играет Розалия К, таксиста играю я, то есть озвучиваю я, Шамиль Амангельдин. Да? Вот это написали здесь. Точно так же, если количество ролей большое, если вы не готовы все роли сами озвучить, то вы можете как-то решить этот вопрос совместно с нами. Да? Вот, например, по фильму «Ужасно глубоко» ситуация следующая. Алсу Шарипова перевела этот фильм и будет озвучивать жену. Там есть, с ее слов, 4 персонажа. Жена, телефон горячей линии, там женский голос, муж, сын и парень. Вернее, 5 персонажей получается. Я тут немножко неправильно писал. Да? То есть 5 персонажей. Соответственно, вот XXX это означает, что кто-то может решить взять и озвучить соответствующих персонажей. Да, то есть смотрите, если вы здесь увидели XXX, то вы можете написать мне и предложить, что вот я такой-то хочу озвучить такого-то персонажа. Как бы, да. То есть вот как это работает? Опять же, это уже еще один пример, чтобы было видно, как все это работает. Фильм «Ужасно глубоко». Вот если вы нажмете, вы сможете его скачать. Вот давайте, ну это английский вариант фильма, да? Вот здесь у нас есть ссылка на русский вариант. Ссылка на YouTube на русском языке, да? Нажимаем сюда и смотрим эту комедию. Сейчас нам нужно немножко продолжать. Я не знаю, почему-то интернет тормозит. Однако один из международных лидеров заявил, что нас ожидают безрадостные перспективы. Правительственные источники Сын, отмечают, что выключи телевизор и помоги маме. Знаешь, папа, мы еще можем сами все убрать. В общем, вот такая вот комедия, да, она уже переведена, текст для нее переведен на башкирский язык. То есть вот этот текст, открываем этот файл, ужасно глубоко, и в киткистарян, да? И мы видим текст для этого фильма. И мы видим список персонажей. То есть, если количество персонажей больше, чем один, я вас прошу писать как бы список персонажей, кто произносит соответствующие фразы. Вот здесь видно хатен, ир, у, телевизор. Тут еще есть персонаж, который приносит пиццу, по-моему, где-то. Телефондан джаваб. Ну и так далее, да? Вот. Соответственно, у вас есть текст для перевода на башкирский. То есть для озвучки на башкирский язык. Я уже немножко заговариваться стал. У вас есть надпись «Нужен волонтер на озвучку». И у нас есть список людей, которые все это озвучивают. Да? То есть вот жену у нас озвучивает Алсу Шарипова. Нужен вот те, которые XXX стоят. Муж, сын, парень, что-то написано, принесший пиццу, по-моему, да? Товар принесший, не пиццу, а товар принесший. Да, вот так вот. Вот. Я просто сам этот фильм еще не смотрел. Поэтому не помню там, как персонажей всех зовут. Вот. И вот таким вот образом вы можете выбирать, что хотите озвучивать. Если у вас, допустим, несколько персонажей, вы мне присылаете информацию, и я прямо вот здесь буду писать, что вот такой-то персонаж озвучивает то-то, такой-то тот-то, а таких-то еще не озвучивают. И стоит XXX, и любые люди могут предложить варианты, если захотят, вот под соответствующих персонажей, да, чтобы как бы принять участие в этой озвучке.
Ну, я думаю, что вот этих примеров, которые я вам показал, достаточно. Если у вас будут дополнительные вопросы, обращайтесь. В колонке комментарии Шамиля Мангильдина здесь всегда написано, какие файлы есть. Вот именно к соответствующему фильму, мультфильму, да. И большой выбор у нас фильмов и мультфильмов, которые можно перевести и озвучить на башкирский язык. И в идеале работа должна делаться следующим образом. В идеале я должен быть таким неким роботом, модератором, который просто следит за этой базой данных. По сути, вот весь этот файл – это база данных. У нас тут база данных голосов на озвучку, база данных, соответственно, фильмов, мультфильмов, которые мы переводим на башкирский язык. Да? Вот я добавляю сюда новые фильмы, мультфильмы, которые можно будет переводить. После того, вы все эти файлы скачиваете, переводите, я тоже иногда озвучиваете, присылаете мне аудиофайлы, я их монтирую, мы делаем фильмы, мультфильмы на башкирском языке, я их выкладываю на канал, готовые проекты я засовываю сюда, также они попадают в нашу базу данных мультфильмов, фильмов, вот сюда вот, да, вот видите, они вот здесь вот, давайте немножко поменьше сделаем, вот, допустим, Яхшебу Ургат, реально и так далее, вот. Они с нашего проекта попали вот именно сюда. Вот он, вот проект, да? И, кстати говоря, давайте еще на один вопрос отвечу. У нас тут написано волонтер. Нужен волонтер. Чем вообще волонтер отличается от участника проекта? Ну, по сути, ничем не отличается, кроме того, что если мы выиграем грант и получим финансирование, то я буду ставить количество денег, которое будет как бы идти соответствующим исполнителям. Да? То есть тогда слово волонтер нужно будет заменить словом исполнитель. И, как я уже говорил, грант нужен именно для того, чтобы стимулировать работу членов команды и приход новых членов команды на перевод и озвучку видеоконтента на башкирский язык. Да? Какая сумма будет по конкретным фильмам, мультфильмам, сейчас я сказать не могу. Это все будет зависеть от суммы гранта, которую мы выиграем. И так же, как я говорил, никаких гарантий того, что мы выиграем, нету. Как бы, но проект в любом случае будет существовать вне зависимости от результатов по гранту. И также надо понимать, что это не последний грант. Ну, в общем, примерно так. Вот. И в целом я позитивно смотрю на данный проект. И моя роль – это именно роль модератора. То есть я такой некий робот, который от вас получает информацию и заполняет эту таблицу. В этой таблице есть все, что нужно. Любые файлы скачиваете, переводите, озвучиваете, присылаете мне, говорите, кто какие роли озвучивает. Мы здесь все это пишем. Готовые проекты идут вот сюда и в нашу базу данных видеоконтента на башкирском языке. И сейчас у нас порядка 30 часов, допустим, мультфильмов на башкирском языке всего. И если мы, допустим, за год работы с вами, там, допустим, какое-то количество мультфильмов переведем, там, не знаю, часов 15 сверху, да, то это будет рост с 30 до 45 часов хронометража мультфильмов на башкирском языке, это будет рост на 50% за один год. То есть, да, вот вы просто поймите правильно философию, да, то есть вот у нас список мультфильмов, которые были переведены на башкирский язык, ну, это вот Камал Башкиризation перевел вот эти вот. Видите, Бэмби больше часа идет, остальные такие небольшие. Дальше вот у нас идут студия Тамыр, вот эти вот идут, Кунуде Айодар, Балкуртар, да, и как бы и другие. Вот это уже опять Башкиризation, да, то есть все то, что было переведено, оно вообще меньше 30 часов. Да, то есть вот с учетом того, что есть сериал Фиксики, Чичилен и так далее, все это меньше 30 часов. Если мы с вами, благодаря тому, что нас много, и мы усердные, и мы готовы работать, и хотим, чтобы у наших детей и внуков, и правнуков был видеоконтент на башкирском языке, все это сделаем, мы можем за один год увеличить количество контента на башкирском языке спокойно на 50%. Было 30, станет 45, например. Да? Я так как бы цифру взял, не считая, да? Особо не считая. И это вполне реально. Это вполне реально. И я вам показал механизм. Да? Вот давайте сейчас идеологию. Вот здесь у нас написано как бы
Вы можете всегда остановить видео, посмотреть, почитать, что там написано. Давайте к плану видео перейдем. К заключительной части, да? То есть, я хочу сказать, что я даю удочки, а не рыбу. А качество перевода и озвучки зависит от вас. То есть, я придумал механизм, который позволяет переводить видеоконтент на башкирский язык в массовом порядке, то есть поставить это на поток, сделать много видеоконтента на башкирском языке. То есть, я придумал этот механизм. И я этим горжусь. А вот как бы я дал удочки, да, показал, что можно сделать, затрачивая на это минимум средств, ну и какое-то количество усилий. Да? Какое-то количество усилий, но минимум средств. То есть, потому что средств для того, чтобы это делать, не нужно очень много. Потому что если создавать мультфильмы самим, то это огромные деньги, и по хронометражу это существенно меньше. То есть там можно большую сумму денег потратить и перевести там, целый год переводить, и общее там время, которое вы будете иметь за год своей работы этих мультфильмов, будет там на полчаса, например, да? Вы 30-минутный мультфильм сделаете за год своей работы и потратив кучу сил, времени, денег и нервов. А вы можете просто взять уже готовые мультфильмы и фильмы и перевести их на башкирский язык. Вот тем методом, который предлагаю я. И это будет стоить гораздо дешевле, раз, как бы в том плане, что на единицу времени. Да, то есть, как бы, если наш KPI, Key Performance Indicator, это, соответственно, хронометраж мультфильмов, то есть, какое количество времени идет мультфильм на башкирском языке, то мы видим, что тот метод, который я предлагаю, он дает как бы существенно большую эффективность. То есть мы можем 15 часов мультфильмов на башкирском языке, например, обеспечить, да, за год работы. А если создавать мультфильмы самим, рисовать, то это будет 30 минут мультфильмов. Как бы, да, то есть разница очевидна, разница налицо. И учитывая то, что наши потребности наших детей в мультфильмах и фильмах на башкирском языке совершенно не удовлетворены, потому что их очень мало, да? Вот именно количество сейчас имеет первостепенное значение. Количество при приемлемом уровне качества звука. Я еще раз повторяю. То есть мы за идеальным звуком не гонимся, но мы хотим обеспечить необходимое количество, максимальное количество при приемлемом качестве уровня звука. Да, то есть вот как бы в этом заключается суть, и я предложил механизм, как это делать. Так, ну здесь написано про механизм. Уж себя не похвалишь, поэтому никто не похвалит, поэтому я вот про это еще раз повторюсь. То есть давайте-ка поближе. Так. Сейчас. Вот. Давайте вот в этом файле я его найду, что ли. Идеология, план видео. Вот здесь вот написано. Да. Значит, я создал механизм, который при должном усердии и наличии желания соответствующей группы лиц позволяет поставить перевод видеоконтента на башкирский и другие языки на поток. Видите, на поток написано. То есть сделать большое количество контента на башкирском языке. Это под силу с помощью этого механизма и привлечения большого количества лиц. При этом этим лицам не надо встречаться, можно находиться в разных точках земного шара и так далее, и так далее. Дальше. Ну, дальше мы уже почти к завершению подходим, и в связи с этим я давайте на этот файл вернусь. Да? То есть смотрите, этот файл – это самое важное, что у нас есть. Вы всегда его можете найти, попросить меня вам его послать, либо найти его. Он же будет в описании к этому видео, то есть вы, вот то видео, которое вы сейчас смотрите, в описании к нему будет этот файл. И этот файл будет постоянно меняться. То есть, как бы я администратор по этому файлу, я могу менять этот файл, делать с ним все что угодно, добавлять сюда ваши новые голоса, когда вы мне их будете присылать. Допустим, вы какие-то новые члены команды посмотрели это видео и решили тоже принять в этом участие. Да? Соответственно, все это возможно, и, естественно, все это будет меняться. И чем волонтер вообще отличается? Вот я не ответил на вопрос. Волонтер от исполнителя отличается тем, что исполнитель получает деньги, волонтер не получает деньги. Как бы в этом разница. Ну, поменять слово волонтер на слово исполнитель — это небольшая проблема. Да? Вот, как бы,
Волонтер есть, вместо слова волонтер есть, будет исполнитель есть. Нужен волонтер, будет написано нужен исполнитель. Да? Это в случае выигрыша гранта и так далее. Еще раз повторяю, что грант мне нужен для стимулирования работы переводчиков и озвучивщиков на башкирский язык, соответственно, да, то есть это основная цель гранта. И увеличение численности команды, то есть людей, которые готовы это делать. Потому что нужно понимать, что люди и мы, команда, как бы мы тратим свое жизненное время, силы, энергию, да, на эту работу, которая вообще должна выполняться государством. И мы знаем, что, допустим, несколько миллиардов рублей тратится на футбольный клуб Уфа, да, несколько миллиардов рублей в год тратится. Меньше, чем 20 миллионов рублей, по-моему, тратится на студию Тамыр, вообще копейки. На башкирский кинематограф вообще тратятся копейки, и люди, режиссеры, которые все это снимают, не обязаны, а вынуждены ходить и прибегать к краундфандингу, там, каким-то другим способом и так далее. То есть ситуация плачевная с башкирским кино, фильмами, мультипликацией и так далее. Я думаю, что она искусственно создана таким образом. И поэтому мы должны искать другие выходы. И один из выходов – это то, что я предлагаю. Опять же, я не хочу ходить в политику, но просто задумайтесь. Да? Несколько миллиардов рублей в год тратится на футбольный клуб Уфа, на этих мужиков, которые с мячиком бегают, на которых я вообще никогда не ходил, мне они неинтересны. Да? И какие-то копейки тратятся на контент на башкирском языке, в том числе на студию Тамыр. И я хочу вам как бы объявить, что вот кто-то считает, я не являюсь конкурентом студии Тамыр, башкирским режиссером, у нас общее дело, да, то есть я понимаю, что все они находятся в сложной финансовой ситуации, и это вопрос политический. А я не политик, и я не способен на текущий момент политически решить их вопросы. И, соответственно, исходя из этого, я делаю то, что я могу сделать. Вот данный проект волонтерский, да, это именно не политический проект. У нас запрещена какая-либо политика. Но цифры я озвучил, чтобы вы понимали ситуацию. Определенные финансовые, да, ситуации там как бы. И я позитивно отношусь ко всем, кто что-либо делает. То есть к студии Тамыр, к башкирским режиссерам, которые пытаются как-то выжить и делают прекрасные фильмы на те мизерные бюджеты, которые они имеют и так далее. И вот если в целом уж на эту тему говорить, то рационально, мне кажется, следующая ситуация, что если снимаются фильмы башкирские, то они должны быть именно про башкир, значит, на башкирском языке, про историю Башкортостана и так далее, этнические всякие вещи. И это правильно. Потому что игровое кино, как бы, его можно и перевести. То есть, понятное дело, что «Звездные войны», там, «Терминатор», какой-нибудь фильм типа «Гладиатора», там вот что-то такое высокобюджетное, башкирские режиссеры вряд ли снимут, потому что это, ну, реально очень дорого будет стоить. И тогда это будет не совсем эффективно, как бы, да? Поэтому с точки зрения башкирского контента и башкирского зрителя правильнее все эти фильмы из списка Оскара там, и так далее, там, да, вот, лучшие там 100 фильмов Оскара и прочее, лучше их перевести на башкирский язык. Мультфильмы диснеевские и так далее, да? А башкирским режиссерам лучше сконцентрироваться на именно том, что они сейчас делают. В принципе, правильно, да? То есть, как бы, вот это я хочу сказать. Вот, и мы знаем ситуацию, допустим, в Татарстане. В Татарстане там, насколько мне известно, там выделяются серьезные бюджеты именно под перевод видеоконтента на башкирский язык, на татарский язык. Они правильно нащупали эту нишу, и там у них все правильно, как бы в этом деле обстоит. У нас немножечко все по-другому. И вот я вот предлагаю этот проект, еще раз повторяю, как бы считаю его очень важным и даже, ну, как бы считаю, что это наиболее важный проект, который есть на текущий момент по, значит, сохранению и развитию башкирского языка. Ну, то есть я реально так считаю. Потому что если он будет поддержан и большое количество людей будет в нем участвовать,
то мы относительно за год, может быть, да, ну, либо за какой-то другой срок, потому что проект, он не бессрочный, этот проект бессрочный, он может и десятилетиями идти дальше, да, и модераторы после меня могут быть другие. И более того, я уже говорил, что те, кто будет монтировать видео, сейчас добавятся, то есть я готов буду потом некоторых людей обучить, как это делать. То есть в случае развития данного проекта он даст очень серьезный выхлоп, и он будет именно с экономической точки зрения очень эффективен, потому что переводить это всегда намного дешевле, чем самому создавать мультфильмы и фильмы. На порядок дешевле. Вот что я хотел сказать. Так, теперь, соответственно, давайте перейдем к нашему файлику и посмотрим. Значит, уважаемые друзья, уважаемые члены команды по переводу видеоконтента на башкирский язык. Извиняюсь, я так немножко официозно. Значит, я вам дал такую информацию к размышлению и к тому, как можно все это делать, информацию про грант и прочие моменты. Вот этот файл, который вы видите, является ключевым. Вы знаете, как его найти. Если не знаете, я его еще раз покажу. Смотрите. YouTube. В YouTube пишите, допустим, Bashkortization. Написали. Заходите на канал Bashkortization. Заходите в плейлисты. Находите, соответственно, вот переводим на башкирский, называется плейлист. И вот здесь есть база данных. И вот в описании к нему есть ссылка на базу данных мультфильмов, фильмов. Да? И вот этот файл. Вот он файл, который мы смотрим. Да? Вот он открылся. И в этом файле есть все. Вот. В чем прелесть цифровизации, да, и новых современных технологий? В одном файле есть все. В одном файле есть и все ваши фильмы, будущие мультфильмы, которые будут на башкирском языке. Все голоса, которые будут использоваться. Все тексты, которые нужно там использовать. Ссылки, куда нужно. Вся полезная информация, как что, где скачать. Значит, так далее, так далее. Потому что, смотрите, вот, допустим, помощь. Нажимаете сюда, да? Вот. Открывается листочек помощь. Давайте-ка сейчас вот я... Почему не открылось, да? Давайте лучше я вот здесь покажу вам. Вот этот же файл скачанный, да? Содержание, нажимаем помощь. По ссылке переходим вот на этот листок помощь. И вот здесь вот у нас я делаю такие мини-инструкции, как что делать. Да? Допустим, видео база данных, видео VLC Media Player, видео, как скачать видеофайл, субтитры видеоплеер. Да? Там. Нажимаем вот сюда, вот, и мы попадаем в соответствующее видео, в котором я все это рассказываю. Вот смотрите, вот мы нажали, открывается соответствующее видео. Здравствуйте, уважаемые зрители. В этом видео я покажу, как скачивать видеофайлы и субтитры, которые я вам могу послать на электронную почту. Да, вот это вот у нас как раз случай, видите, Чаолола, да? Мы помним, что у нас файл 119 мегабайт, поэтому сейчас... То есть вот здесь как раз я с Розалией общался по поводу того, как перевести фильм Чаолола. Вот там у нее была проблема с тем, что она не могла скачать необходимый файл. И вот я ей в письме, посмотрите письмо. То есть сам email здесь не показан, конечно, я его специально не показываю, да, потому что, ну, зачем показывать чужие email. Вот здесь вот у нас мой текст, то есть субтитры «История Плутона» на русском, субтитры на Чаолола на русском, там, видео Чаолола на русском, видео Чаолола на английском. Это в письме я написал. И потом я вот в этом видео рассказываю, как все это скачать. Потому что, ну, не все, может быть, из вас знают, как это скачать. Хотя это сейчас только что показывал, да. То есть я могу вам в письме написать эти ссылки, как это скачать. Вы можете это видео посмотреть, как это все скачать, как все это переводить. Вы можете скачать, нажимая на соответствующие вот эти ссылки. То есть вот то, что я вам показывал, ВП листочек, да. ВП от названия волонтерский проект.
Соответственно, если это будет грант, то это уже будет не волонтерский проект, это будет просто проект. Потому что из волонтеров вы превратитесь в исполнителей. То есть вот нажимаете сюда, и у вас там можно будет все это скачать. Это все скачивается. Да? То есть все просто. Если вот это у меня браузер Google Chrome. Если вы поставите другой браузер, там везде есть скачать. Если вы зайдете с Opera или с Firefox или с какого-то другого браузера, Internet Explorer, с Яндекса, везде есть кнопочка «Скачать». Вы без проблем все это скачаете, на компьютере все это сделаете, все это очень легко. Тем не менее, я рекомендую пользоваться Google, потому что это самый быстрый браузер, и там как раз YouTube там находится, вы сможете субтитры автоматически там добавлять. Там есть Google Drive, куча разных вещей, об этом тоже у меня есть видео, по-моему, вот называется «Как сделать почту в Mail», использовать диск Google Drive, переводить субтитры онлайн и так далее. То есть вот есть такое видео, вот вы сюда кликаете, открывается это видео, смотрите, и там всему обучаетесь. Естественно, я сюда буду добавлять новые видео, описание, с помощью, да, то есть, которые показаны, в которых будет показано, что и как скачивать, делать и так далее, тем людям, кто не умеет это делать. Значительная часть команды умеет это делать, но тем не менее есть люди, которые хотят этому научиться, и поэтому для них вот эти видео будут полезны, и какие-то новые видео также, возможно, будут полезны. Так, значит, я должен каким-то образом закругляться, потому что я уже и так очень много говорю, и поэтому позвольте сказать следующее. Вот у нас есть список наших фильмов, мультфильмов. Я заметил, что я прыгаю с одной мысли на другую, извините. Смотрите, я не закончил вот с нашей базой данных. То есть вот база данных, внизу ссылка на этот файл. Да, как бы этот файл вы всегда можете скачать, соответственно, да, и с этим файлом работать. На листочке WP этого файла прошу вас выбрать те фильмы, либо мультфильмы, которые вы хотите переводить на башкирский язык. Там, где написано «нужен волонтер». То есть, если написано «нужен волонтер» под перевод текста на русский с иностранного, и вы знаете, как это сделать, выбираете. Например, вам какой-то фильм, мультфильм не понравился, но вы знаете английский язык, например, да, либо французский иногда бывает. И вы просто не хотите озвучивать, не хотите переводить на башкирский, как бы, но я все равно хочу попросить вас. Вот, например, фильм «Евгений», да, там про войну, по-моему. Сейчас посмотрим. Сейчас про французов. Откроем, да? Qu'est-ce que tu fais par terre, le nouveau? C'est pas comme ça que ça se comporte. Видите, да, то есть идет на французском, а субтитры на английском. Субтитры можно скачать, но также я их сюда вставил, вот в это видео на YouTube, да, но их можно отдельно скачать. То есть, если вам не интересен этот мультфильм, например, но вы хотите просто взять и перевести его на русский, вы не хотите, например, его озвучивать, да, вы просто тогда вот как бы обращайтесь ко мне, что вы хотите его перевести на русский, переводите на русский, я тут меняю, что есть волонтер, там, например, в течение недели вы перевели на русский и прислали, я этот файл ставлю сюда, здесь будет написано, кто перевел, потом кто-то захочет его с русского на башкирский перевести, перейдет на башкирский, озвучит, там, по-моему, 1 или 2 голоса, 2 мужских или там максимум 2-3 голоса мужских, потому что там одни солдаты. И, собственно, и все. И у нас будет готов мультфильм. То есть, когда я вас прошу выбрать какой-то видеоконтент для перевода, это не означает, что вам нужно выбрать то, что вы будете полностью делать. То есть, вы можете просто перевести с английского на русский, но не озвучивать. Многие из вас как бы хорошо переводят с русского на башкирский, но не знают английского, французского. Многие из вас хорошо озвучивают на башкирском, но не умеют, допустим, переводить.
Кто-то из вас хорошо переводит на русский, но вообще не знает башкирского, да, то есть как бы вот поэтому я прошу вот как бы записать, и как я уже говорил, всегда будет озвучено, кто перевел, то есть как бы не будет говориться, что с английского на русский перевел такой-то, там, с русского на башкирский перевела такая-то, так говориться не будет. Будет говориться, что перевод и перечисление. Такой-то человек, запятая, такой-то человек, запятая, как бы, да, то есть как бы вы будете упомянуты в списке лиц, если как бы специально мне не скажете, чтобы я вас не упоминал. То есть по дефолту, по умолчанию вы будете упомянуты в списке лиц, которые, значит, принимали участие в проекте, переводили. Ну так и должно быть, собственно, да. То есть поэтому вот я предлагаю вам в этом поучаствовать. Потому что у нас, я так понимаю, есть большое количество людей, которые жаждут побольше с русского на башкирский все перевести, но они не могут это сделать, потому что эти видео, видите, на французском, на английском. И вот в большинстве случаев мы видим аудио-видео на английском, аудио на французском, есть отдельные субтитры на английском, аудио из видео на французском, встроенные видео-субтитры на английском, например, да, и так далее. То есть вот для таких случаев, нам как раз очень полезны переводчики, которые знают английский и французский язык, которые могут перевести на русский. Вот, допустим, какой-нибудь там другой мультик. Такой прикольненький. Сейчас я вспомню. Есть отдельный встроенный, да, онборд. Это про что? Сейчас я гляну. Бывают мультфильмы со встроенными субтитрами. То есть прямо в видео есть субтитры. Вот здесь у нас идет на французском аудио и на английском встроенные субтитры. То есть это не те субтитры, которые выбираются здесь. Это встроенные субтитры. И это легкий случай, потому что на слух воспринимать иностранную речь сложнее, а когда вы видите, что написано, вы гораздо легче можете это перевести на русский язык. Вот тут видно, да, то есть что там говорится. I was wondering how your jumbo doesn't seem to be in proper regulation. Да? И так далее, и так далее. То есть у нас идет вот такой вот как бы этап. Вначале должно быть вот это сделано, потом вот это, потом это. Возможно, есть люди, которые не умеют переводить с иностранного, поэтому они застопорились на этом этапе. Поэтому вот как бы в списке голосов у меня примерно написано, кто что умеет. Вопросительные знаки – это те случаи, когда я не знаю, кто что умеет делать. Да, вот, допустим, озвучивать на башкирском, ну, по умолчанию могут все почти. То есть кто-то эпизодически, кто-то сложные фразы. Я, например, сложные фразы и быстро говорить там с правильным башкирским акцентом я не умею, я не носитель башкирского языка. Тем не менее, что-то я там переводил, озвучивал и так далее. То есть я могу, допустим, переводить с английского на русский, перевод с русского на башкирский у меня нет, перевод с английского на башкирский тоже нет. Да, то есть вот эти две функции из этих я могу делать. Возможно, кто-то из вас знает французский. Возможно, в будущем появится, ну, невозможно, я совершенно точно уверен, что появятся люди, которые, вот сюда я буду их добавлять, которые знают французский и башкирский. Да, и они смогут с французского переводить напрямую на башкирский, и у нас будет здесь колоночка, перевод с французского на башкирский. У них будет стоять «да». И это будут очень ценные люди, потому что у нас очень много мультфильмов на французском. Соответственно, вот тут стоят вопросики. Если вы хотите, вы мне можете по WhatsApp написать, что вот, чтобы я там, где стоят вопросики, чтобы я поставил либо да, либо нет. Как бы, да, то есть вот если, допустим, это я не знаю кто, кто-нибудь, вот Салихова Нурзиля, например, да, она, например, знает английский, например, я не знаю, она знает английский или нет, и она может переводить еще с английского на русский и с английского на башкирский, тогда вот сюда, может быть, стоит да поставить, я вот это не знаю. Давайте, как бы, соответственно, ну и другие люди тоже, да, вот кто-то из вас знает там английский, может переводить на русский, да, и так далее. То есть вы мне говорите, да, либо нет поставить, и, соответственно, я это ставлю. Вот. Так.
нужно закругляться. Я еще раз повторяю, что нужно закругляться. Поэтому давайте я заключительное слово скажу. Про удочки я уже говорил. Про механизм я это говорил. Вот это вот у нас. Так. Да. Я тебя по-быстрому все это проговорю. Значит, у нас есть достаточно большое количество видеоконтента на башкирском языке. Я не буду каждый раз записывать видео, когда я какой-то новый контент сюда добавлю, да? Но у меня сейчас на компьютере тоже есть большое количество фильмов, мультфильмов на башкирском языке. И вы мне по WhatsApp можете тоже писать и сказать, что вот мы такие-то, Шамиль, предложи нам, допустим, комедию какую-то там, или что-то такое. Или сами предложите какой-то фильм, мультфильм, который вы хотите перевести. Вы можете предложить, но я буду вынужден проверить, можно ли это переводить. В теории можно переводить все, но не в рамках, значит, нашего проекта. То есть не в рамках гранта. Да? То есть в рамках гранта есть ограничения. Также есть понятие авторского права, также есть понятие блокировки YouTube. То, что сейчас мы переводим, значит, я выбираю для перевода только то, что можно с учетом авторского права и с учетом того, чтобы это не было заблокировано YouTube. Вот с учетом этого я проверю то видео, которое вы предлагаете для перевода. Соответственно, ну еще есть у меня один критерий, связанный с языком, оригинала языка. То есть, если у нас будет идти русская речь и потом сверху накладываться башкирская речь, то с точки зрения изучения башкирского языка это будет не очень плодотворно, возможно, да, потому что люди будут слышать еще на заднем фоне русскую речь, и непонятно, какой язык они понимают, когда смотрят фильм или мультфильм. Поэтому возможно, что у нас есть какой-то, значит, такой сдвиг в пользу того, что мы выбираем какие-то фильмы и мультфильмы на иностранном языке, потому что тот язык, который будет на заднем фоне, он будет меньше слышен, и люди будут именно слышать башкирскую речь, и именно на нее обращать внимание. Вот, возможно, есть такой перекос. И также, в общем, если вы хотите предложить какой-то видеоконтент для перевода мне, вы можете это делать. Вы можете это делать по WhatsApp, в личном сообщении присылайте, и мы можем все эти вопросы с вами решать и решить. На текущий момент я предлагаю именно вот то, что вы видите. Затем я буду добавлять сюда вот в эти строки новые видеофильмы, фильмы, мультфильмы. Всегда вы можете их посмотреть, выбрать, написать мне по WhatsApp и так далее. То есть в идеале ситуация должна быть следующей. Я периодически, там, раз в неделю, там, 2 раза в неделю буду сюда выкладывать новые фильмы, мультфильмы для перевода. Вы там раз в несколько дней будете на этот фильм, на этот файл заходить и смотреть, что вы хотите перевести. Может, кто-то взял уже на перевод что-то и так далее, да? Если что-то вам нравится, вы будете это выбирать, писать мне по WhatsApp. Я буду менять статус, что вот по такому-то фильму уже есть исполнители. И вот в таком ключе мы будем двигаться. То есть это такая, значит, удаленная, неспешная работа. Все есть в этом файле. Все есть в этом файле. В любой момент заходите на этот файл, выбираете то, что вам нравится, пишите мне по WhatsApp, что вы хотите это сделать, и начинаете это делать. Мы согласовываем с вами сроки и начинаем это делать. Если вы не успеваете, вы мне пишете, что вот мы договорились, что через неделю сделаю, а я не успеваю, давайте еще одну неделю. Я говорю, давай, и у вас еще одна неделя, чтобы сделать. Да? Если вам нужна какая-то помощь, вы обращаетесь. Если вам нужна помощь в озвучке, какие-то голоса вам понравились из списка голосов, вы тоже ко мне обращаетесь. Я пытаюсь с этими людьми договориться, чтобы, ну, в том числе с вами, потому что вы и есть те люди, для кого я видео в том числе записываю, да, о том, что вот можно такой-то фильм озвучить, такой-то мультфильм и так далее, и так далее. И таким образом мы постепенно все эти мультики, фильмы, значит, из верхней части этого листа переносим в нижнюю часть этого листа. Да? То есть вот смотрите, как все интересно. Наша задача, по сути, перенести вот эти строки с верхней части листа в нижнюю часть листа. То есть здесь они на каком-то иностранном языке, вот эти мультики, фильмы.
А здесь они уже на башкирском. И эти файлики, да? Вот, собственно, вот так все это работает. Поэтому я прошу вас посмотреть это видео, соответственно, выбрать те фильмы, мультфильмы, которые вы хотите перевести. Что там написано? Давайте я вспомню. Не знаю, как. Так, через 6 дней выбрать видео, которое хотите перевести. Давайте я просто зачитаю, что я написал. Предлагаю в течение следующих нескольких дней выбрать видео, которое вы хотите перевести, и начать этот процесс. То есть после выбора вы мне пишете в личном сообщении по WhatsApp, что вы выбрали, и мы начинаем с вами работать. Также те, кто еще не является членом команды по переводу видеоконтента на башкирский язык, если вы хотите стать членом команды, обращайтесь ко мне по WhatsApp. Вот это, наверное, у нас все. Где находится файл, вы знаете. Этот же файл будет в описании к этому видео. Все контакты есть, вы их видите. Что еще хочется сказать? Надо сказать что-то торжественное. Но я не знаю, что говорить в самом конце. Я просто хочу пожелать унаштар, как сказать, да, унаштар херлею, нашему проекту по переводу видеоконтента на башкирский язык. И я очень благодарен членам команды, то, что вы решили присоединиться к данному проекту. Вы молодцы. И я уверен, что нас всех ждет успех на этом поприще. И не только на этом. Всего хорошего. До свидания.